Сегодня в Ижевске простились с доктором исторических наук, заслуженным деятелем науки России, почетным гражданином Удмуртии Кузьмой Куликовым. Ему было 85 лет. Почти 30 из них он руководил Удмуртским институтом истории, языка и литературы, выпустил 35 книг и внес огромный вклад в сохранение исторического памятника Иднакар. Репортаж Любови Новосельской. Веселый и жизнерадостный, по-настоящему светлый человек. Таким Кузьма Куликов запомнится нам навсегда. За легкий нрав и бесподобные кудри его не раз сравнивали с французским актером Пьером Ришаром. Вот здесь он в припрыжку идет открывать первый парк деревянных скульптур, который сам и предложил оформить. Ему хотелось воплотить мифических существ удмуртов, и так мастера взялись за деревянные скульптуры. Сегодня подобные парки есть в Уве, Игре, Глазове, Шаркане, Воткинске и Можге. Простой парень из Алнашского района родился в семье крестьян и всю свою жизнь посвятил образованию и науке. Почти 30 лет руководил Удмуртским институтом истории, языка и литературы. За это время выпустил больше 300 научных работ, издал 35 книг и вырастил много талантливых ученых. Я должен сделать то, что никто не сможет. Ну, в общем-то, вроде получается, ведь много сделано. И это не просто слова, все на виду. В год по 17-18 книг выпускаем. Это с 25 научными сотрудниками. Но самая большая его гордость – памятник Иднакар. Раньше здесь сажали картошку, хоронили, даже был военный городок. Такое отношение к историческому наследию ранило Кузьму Ивановича. Он обращался с проблемой во все инстанции и даже решился на крайние меры. Ставлю палатку и голодаю, но об этом узнают во всем мире и прежде всего финно-угры. Может, хоть они смогут мне помочь. Решимость ученого изменила судьбу Иднакара. Сегодня это крупнейший исторический памятник финно-угорского народа. Жизнь меня ковала, закалила, но многое в ней я и сам сковал и закалил. Сегодня Удмуртия простилась с заслуженным деятелем науки России и своим почетным гражданином. Кузьму Куликова похоронили на Хохряковском кладбище. Любовь Новосельская, Вести, Удмуртия.